В поле зрения Роспотребнадзора магазины, где реализуют табачные изделия. Никотиносодержащие товары сами по себе вредны для здоровья, а их подпольные аналоги и вовсе могут привести к страшным последствиям. Кроме того, есть ряд правил, которые должны соблюдать предприниматели, реализуя ядовитое зелье. Первый магазин по списку и уже с порога заметные нарушения. При реализации табачной продукции просто объявление холестик, да, есть в реализации табачной продукции, уже нарушение, на витрине. Помимо этого, электронный сигарет кадар. Штрафовать сегодня никого не будут, так как рейд носит профилактический характер. Предприниматель заверил, что исправит все недочеты, скроет табачные изделия за ширмой и при закупке товара у поставщиков обратит внимание на акцизную марку. Следующая торговая точка рядом, напротив этого магазина. По заявлению продавца, никотиносодержащие товары они не продают. Сотрудник Роспотребнадзора напомнил о правилах продажи табака на случай, если в будущем предприниматель пересмотрит свою политику продаж и включит их в список реализуемых товаров. На прилавке выставлять мы делаем, маркировки уже, обязательно маркировка лист. Специалисты Роспотребнадзора параллельно с проверкой правил продажи табака обращают внимание на наличие штрих-кода «Чистый знак». С этого года во всех магазинах на все товары в обязательном порядке должна быть маркировка в виде QR-кода, за счет чего через мобильное устройство потребитель может проверить качество товара и его оригинальность. Видите, вот берем, да, две воды, вот одной фирмы вроде бы. Кубай, да, здесь имеется маркировка, здесь отсутствует эта маркировка. Значит, уже можно засомневаться, оригинальная эта вода или нет, или там контрафактная эта вода, где-то ее разливают, да, не на заводе, а наличие маркировки, да, это уже удостоверяет, что эта вода качественная, что она фирменная вода. Разъяснив информацию продавца о правилах торговли, комиссия отправилась в следующий магазин. Здесь все правила продажи никотиносодержащих изделий соблюдаются. Табачная продукция скрыта, имеется акцизная марка. Комиссия известила продавца о приложении «Честный знак». Маркировки уже маркировки. Но QR-коды считывают систему. Масняк доходу уже в республике. И маркировка хал есть золотая, шоу золотая, с 2 доска, в программе зарегистрирован хал везде гален жёг. Маркировка предназначена, чтобы убирать с прилавок некачественные продукты, а именно контрафактную продукцию. Каждый производитель обязан следить за тем, чтобы на товаре был цифровой код. Так изделие фиксируется на каждом этапе, от его перевозки до момента покупки. После продажи продукции ее код выходит из системы оборота, что удобно. Любой покупатель может, просканировав товар, узнать о его составе, сроке и подлинности. За отсутствие таких кодов предпринимателей будут наказывать. За реализацию вот этой немаркированной продукции там уже идет конфискация самого товара и наложение на виновного лицу штраф. Штрафы не маленькие, от 10 до 20 тысяч рублей. Главное наказание это предусмотрит то, что товар конфисковывается. Да, это неважно, насколько объем товара, весь этот товар конфисковывается, и, соответственно, человек несет убытки. Лучше ему соблюсти этот закон и работать по закону. Конфискация действует и на табачную продукцию. Если она не скрыта за ширмой и не имеет акцизную марку, то будет изъята сотрудниками Роспотребнадзора. Если потребители в магазинах обнаружат нарушения по правилам продаж или отсутствие кода, то могут обратиться по горячей линии Роспотребнадзора. А при соблюдении маркировки местные жители будут уверены в качестве употребляемой продукции. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.